Спутник нөңі эфирге ұтарға бейгіні күтті тәңі ТВ-центрден Москва каналыттан тұғынча кейкелен үлеләсі жер. 7 почетных гостей. Манытағынан орты-ыртыр культура каналлар устары бөліқтірі үлелейлер. Онын бұ урут қағанда сақа сергат болбатақ сүнкен улахан далағыннақ бұрағыннық. Спутник нөңі бұ онюлары хеттуон араз дойды көліуға. Азия регионлары болбатақ ан дойдуға бүтіннүтігер тарғаныға. Итак, мы видим стадион Туймада. Открытие пока не начинается. Я напомню вам, что главный стадион города Якутска вмещает 12 800 зрителей. И сейчас этот стадион, очевидно, будет заполнен полностью. Они увидят это все действие воочию. Для вас же, дорогие телезрители, будет организована трансляция совместными усилиями профессионалов нашей компании НВК «Саха» и специально приглашенными из Москвы редакторами и режиссерами телеканала ТВЦ. Я хочу вам сказать, что, наверное, вы будете находиться, даже в лучшем положении, поскольку сможете видеть эту трансляцию даже с нескольких точек, не выходя из своего дома. Михаил Ефимович Николаев. Вице-президент Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета Международных спортивных игр «Дети Азии» Александр Константинович Акимов. Vice President of the Republic of Sakha-Yakutia, Chairman of the Organizing Committee of the International Sports Games Children's of Asia, Alexander Konstantinovich Akimov. Директор Первого департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Владимирович Афанасьев. Director of the First Asian Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Evgeny Vladimirovich Afanasyev. Первый заместитель руководителя Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму Российской Федерации Владимир Алексеевич Васин. Acting Head of the Federal Agency on Physical Culture, Sports and Tourism of the Russian Federation Vladimir Alexeyevich Vasin. Председатель правительства Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. Chairman of the Government of the Republic of Sakha-Yakutia Егор Афанасьевич Борисов. Первый заместитель председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Юрий Вадимович Заболев. The first acting chairman of Iltumen, the Yakutian government of the Republic of Sakha-Yakutia, Yuri Vadimovich Zabolev. Торжественную церемонию открытия третьих международных спортивных игр «Дети Азии». Good evening, ladies and gentlemen. Dear friends, we start the solemn ceremony of the opening of the third International Sports Games, Children of Asia. Бу андойдуга собу соғытоқ оғылырган ымыт сүйіне улахан спортивнай күректегі.
Маннык тағымнақ, маннык идеялақ спортивный ойну бейге республика бұтығар тоғуыны сыллаттан сағаламыд үйтөй сабыдылла қамсағына түміктерін бұғытынан үйеті біде. Кейаймақ барыта харсыңыны кескелін туғынан олар өбет боллағына бейеқа ғаяқ ассаннақ ұғы қотығы дойду қонноғыр бүкпет нұруыттарға ан дойду атыяқтақ ұғырдық аймамыд ұлақана мұқтар бәйбелерін көн тәр кемнері терәвет бүлжағықта күнге жылға кыра бии уһу омугу ол көнтехилерин уадахыннақ долгуна имері сотор суолга келлер биткемигер келер кенчәребет кескеллә сырдык сарсыңыла холороро тыын бапурос болан турбута. Жейтенник быһыга майгыга улу өксөкүләх кес тыла оруннага көстен тақсыбыта. Ол ытык сорук бу Азия олорон оннютун быһытынан олоққа кидде. С тех пор, как состоялись первые международные игры «Дети Азии», прошло уже 8 лет. И сейчас уже каждый ребенок знает, что мы живем в республике, в которой с большим вниманием относятся к здоровому образу жизни и всем его слагаемым, в частности, к спорту. Здоровый образ жизни в широком понимании – это народная философия выживания. А в экстремальных условиях Севера, где и расположена наша республика, эта философия как нигде актуальна. Физкультура и спорт – верные помощники в наших суровых природных условиях. И чтобы совершить небольшой экскурс в историю игр, я вам расскажу об истории первых и вторых игр. Идея проведения международных спортивных игр «Дети Азии» принадлежит первому президенту Республики Саха Михаилу Николаеву. Состоявшиеся спортивные игры явились первым детским спортивным событием в азиатском регионе. Основным моментом является то, что эти игры были организованы за очень короткий период времени. С даты принятия решения о проведении игр до их начала оставалось всего лишь полгода. В истории международного спорта вряд ли найдется такой факт, когда подготовка к международному спортивному событию проводилась в столь короткие сроки. Для полноценного проведения такого масштабного мероприятия не хватало спортивных объектов международного уровня. Но в последнее время в Якутске были построены самый северный в мире современный стадион с трибунами на 12,5 тысяч зрителей, а также дворец спорта и крытый каток. Все они соответствуют международным стандартам. Цель этих игр – пропаганда идей олимпизма среди детей в год столетия Олимпийских игр, обмен опытом, налаживание новых спортивных идей, укрепление мира и дружбы среди детей Азиатско-Тихоокеанского региона, а также, опять-таки, пропаганда здорового образа жизни. Уникальность того события определена еще и тем, что его инициатором и организатором выступил субъект федерации, не имеющий своего национального олимпийского комитета и не состоявший ни в какой-либо спортивной организации. В тот год, в 1996 году, проводились соревнования по 8 видам спорта. Через 4 года, в 2000 году, уже проводились соревнования по 16 видам спорта, и к нам в республику приехало 1178 юных спортсменов, в отличие от 250, которые были на первых играх. Нашему духу и телу ты щедро даришь радость бытия. Ты бессмертен, ты здравствуешь и сегодня, после крушения затерянных в веках Олимпиад. Мы приветствуем юных барабанщиков из Южной Кореи и Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия. Духовой оркестр Азия олорон спортивный ойнулар ан бастан 1996 сыллаққа Саха Республикатын бастықы президенті Михаил Ефимович Николаев көгіләхінінен өйбілінен тәрілдерді.
Спортивный ойнулар сүрін сыллара чөл олығы тұрғыт. Бу идеяны кеңні көйдөтөкқа әме тыынна қалар тыын вопрос. Жон көрдүрür ақсаққа тердер солларын, ән кемедаған өрітіп баққын, ән өретағын, үрақтағы серек кәлбәді яқ боларын. Әнірдеген бір дағаны күрақтағы көрәтшілер, онына судияларын нелергер, ол серім айқыны кәспәдін. Чөл олық ден анбастан бейгі республикалтығар өйді үбіт қамсағын күн бүгін бүтін Россияға бейіренен кеңлік тарғанан әрі. Бұл бірағынығы тәрігі бүтін республика қытынна. Саха республикатын вице-президенті Александр Акимов салаятчылақ улахан тәрер комиссия үлеләді. Әлбәқ спортивный объект үліға кейді бұл объекттар оңюлар кенелеріттен бейгі оғылық бұтығар. Так, на стадионе работают флагоносцы. Мы видим на экранах, что работает фоновая трибуна. 1500 детей работает сейчас там. Вот, очень интересные рисунки будут в процессе всего этого действия там изображаться. А сейчас там идут просто слоганы на различную спортивную тематику. Ну и продолжая также историю этих игр, хочу сказать, что открытием прошлых игр стали такие спортсмены, которые стали впоследствии нашей гордостью. Это Георгий Балакшин, 4-кратный чемпион России, 2-кратный чемпион Европы по боксу. Макар Малина, серебряный призер чемпионата Европы по боксу среди молодежи. Александр Кантоев, чемпион России, призер чемпионата Европы и чемпионата мира по вольной борьбе. Леонид Спиридонов, чемпион мира по вольной борьбе среди студентов. Прокопий Петров, чемпион России по вольной борьбе. Гавриил Колесов, международный гроссмейстер, 4-кратный чемпион мира по русским шашкам. Ты делаешь нас сильными, ловкими, статными. Ты особенный, ты необычный, зодчий. Твой строительный материал – человек в движении. Ты сказал, что вечное движение не мечта, не утопия. Оно существует. Вечное движение – это спорт. О, спорт, ты вызов, ты требуешь борьбы. Бүгін бұл ұлақан бірағынық ағылыдың республика Россия расмынлықтардан келбет үлгілдеттер туймада стадионға мұстанлар көрі ческе тегістедер. Стадион олары местеті 12-тігінші ағыз сүй. Билеттер атыланмаққа қазбейді ұлығынан үлелей тірілтінен тарғанылар. Билетке тексебетақ көріп жона әргеті бәғаға кейі генеральный репетицияны көрін жоғын мақтаяқ барбыттара. В третьих международных играх могут принимать участие дети 1987 года рождения и моложе. Для участия в играх приглашаются команды стран, входящих в Олимпийский комитет Азии, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а также стран Содружества независимых государств, республик, краев, областей, автономных округов Российской Федерации. Республика Саха, как организатор соревнований, имеет право участвовать 2 командами. Наша республика воспользовалась этой возможностью, и что касается участия в наших соревнованиях, действительно, мы участвуем 2 командами, участвуем по всем 17 видам спорта. Сформирована сборная команда по вольной борьбе. Определены 2 состава сборной команды Якутии, которым предстоит выступить на играх «Дети Азии». В состав включено 20 борцов, представляющих 11 улусов города Якутск и город Нерюнгри. Большинство членов сборной команды неплохо проявили себя в республиканских, зональных, российских и международных соревнованиях. Подготовка к играм начиналась сразу же после 2-х международных спортивных игр «Дети Азии», которые состоялись в 2000 году, когда якутяне завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. И вообще мы очень много надежд возлагаем на наших юных спортсменов в разных видах спорта.
А вот в игровом виде спорта, в баскетболе, перед тренерами стоит задача повторить золото 2000 года. Подготовка начиналась с сенсационной победы на первенстве Дальневосточного федерального округа среди взрослых в Владивостоке. Основными противниками наших спортсменов станут команды из Амурской области, Северной Кореи, Индии и Турции. Ну, а наиболее таких известных ребят, которых можно отметить в этом виде спорта, можно сказать про нерюнгринца Рома Пехова. Его рост составляет 2 метра 3 сантиметра. Коля Долматов с ростом 2 метра 1 сантиметр. Саша Тюменцев 2 метра 8 сантиметров. Они учатся и тренируются в Санкт-Петербурге. Все трое кандидаты в юношескую сборную России. Играли в детско-юношеской баскетбольной суперлиге за команду «Конти». В художественной гимнастике здесь стоит задача пробиться на призовое место. Подготовка шла во время сборов в Омске, а также принимали участие в первенстве Дальневосточном федеральном округе. Основными противниками наших художественных гимнасток станет также команда Турции. Кстати, команда Турции впервые принимает участие в международных играх «Дети Азии», и у них очень неплохая спортивная база. Также это можно сказать и о спортсменах, которые приехали из Москвы. И Москва тоже впервые представила своих спортсменов. Спортивные танцы. Наши телезрители имели возможность увидеть прямую трансляцию, которая состоялась вчера и сегодня со спортивного зала «Элейботор». Здесь тоже стоит задача замахнуться на золото и серебро. Основными противниками являются Хабаровские и Приморские края, Новосибирская и Амурская области, Казахстан и Москва. И очень порадовали нас наши соотечественники Саша Лило и Маргарита Хамзаева, Якутск, танцевальный клуб «Реверанс». Пожелаем успеха всем ребятам. Somuk oğaların onur kürek tühülgede, olaqtanna tuymaadağa olan qabuddoydu tutar. Saqa aziya oğaların onyuların bulağa, küerey bugün qallağına oğasağı uruydan. Oğalar bu tonyu tugar, küstaqtar bit künnətinlər, attaqtar bu tatırdınlar, sana attar attannınlar. Бұл сүйіне тірілі барыта самай таланнақ, самай кескілләқ, самай сырдық әрелбетігер бейге оғылыр бұтығар ананы. Бейге оғылыр бұт ұлақан сетигілерінен кен тұттық бұтын сөп, ол бұддық искусства, спорт, интеллектуалны әйке, арас қайысқаларғар кәндекі сыларға бейге республика бұт оғылырын аттыра дұрбұтчы аттанар бұл бұтын республика олықтақтыра көрен білен сытер бұл олықтақтыр. Бу билен турар республикабыт президенті Вячеслав Штуров оны кытта беги правительствовыт ыдар кескиллях политикатын түмігі болар. Надо отметить, что одной из самых многочисленных среди спортсменов является наша команда сборная республики по дзюдо. Вернее, это 2 спортивные команды, в каждой из них 10 мальчиков и 9 девочек. Команды преимущественно составлены из представителей промышленных районов, городов Якутск, Алдан, поселков Масагалук и Айхал Мирнинского района. Первые серьезные испытания борцы прошли в ноябре, приняв участие в Кубке России. 14-летняя алданка Алена Федулова выиграла турнир в своей весовой категории до 36 килограммов. 3-е место в весе до 55 килограммов завоевал Бат Гамбадорш, старший сын тренера Бунтарина Гамбадорша. К сведению, его старший сын был победителем игр 2000 года. Не бегу, я родился на снегу, на меня струилось небо, благодать большого снега. Первый шаг мой был по снегу, стал на снег я первый раз. И по снегу, как по следу, шел я в школу в 1 класс. Снег, он холоден, лишь с виду, а дотронешься, он жжет. Жжет, когда из дома выйду, жеребенком тонко ржет. Долго-долго снег не тает, чтобы путь мой отмечать. Он шаги мои считает, каждый след мой как печать. Снег поет, зима зеркальна, это белая вода, и снежинки музыкально нижутся на провода. Я не снежный человек, просто нежный человек. Я не стыну, не немею, я от снега пламенею. Я от снега не бегу, я родился на снегу.
В это время, когда разворачивается действие на стадионе, продолжается эстафета огня. Я напомню, что огонь третьих международных игр «Дети Азии» был зажжен в Верхояне, и сейчас он путешествует. Вчера он прибыл в город Якутск, где был торжественно вручен мэру города Якутска Илье Михальчуку. Затем он провел ночь в здании мэрии, и сегодня утром до церемонии открытия игр «Дети Азии» огонь должен побывать в Мархе, потом на обратном пути его пронесут через Губинский, промышленный и строительные округа. Конечный пункт – стадион Туймада. Здесь мы все с нетерпением ожидаем его прибытия. Организаторы постарались сделать так, чтобы в эстафете в основном участвовали юные спортсмены, как будущие участники игр «Дети Азии», а может быть даже и Олимпиады. Фоновай трибуна ден ите утары көстө трибунага балтара тыгынча кора тоскололорун олорон бир кегудук арас картина оңорон таарыллар. Манна сурук бичик ал лукмас саха каландары көстөрүн таанан сулуста каллан көстүгөн. Сулустары чолбон сулуху оголор лазерне дискини тутан чагылыталдар эбит. Бу сүнкенне хулеттен таксар тыына картинаны эстрада театрын режиссера Николай Ермолаев илен сагалан оңорор. На фоновой трибуне Олимпийские кольца, а напротив фоновой трибуны VIP-трибуна, где расположены почетные гости, которые сейчас тоже вместе с нами следят за происходящим. Помимо наших руководителей республики, почетных гостей из Российской Федерации, к нам в республику на эти игры прибыли чрезвычайные и полномочные послы, министры, советники посольств и другие высокие гости из зарубежных стран. Ну и, конечно же, здесь на трибуне сейчас сидит президент республики Вячеслав Штыров, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Константин Куликовский. Приехал первый вице-президент Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов, а также заместитель председателя Федерального собрания Совета Федерации России, первый президент Республики Саха Михаил Николаев, который, в принципе, и начинал это детище, сейчас приехал посмотреть на то, как развивается. Спорт и искусство, радость дерзновения и мечта о совершенстве. В дни третьих международных спортивных игр «Дети Азии» в Якутске проходит первый международный детский цирковой фестиваль «Мамонтенок», который собрал здесь, на центральном поле стадиона Туймада, лучшие детские цирковые коллективы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, России и детские студии Республики Саха-Якутия. Всегда зрителям тепло, то в зелень одеты деревья, то снегом укрыты они. Юный-приюный, древний-предревний, северный цирк зажигает огни. Юный-приюный, древний-предревний, северный цирк зажигает огни. Цирк забит до краев, снует в холод яростный. Замечательная песня, очевидно, специально написанная для этого открытия. Итак, сейчас одна из самых ярких страниц сегодняшнего шоу – это цирковое представление. К открытию третьих международных игр «Дети Азии» было построено прекрасное здание Саха-цирка. И я думаю, это очень сильно вдохновило цирковых артистов. Буквально завтра он распахнет свои двери перед гостями, ну а сегодня мы можем наслаждаться мастерством цирковых актеров на экранах своих телевизоров.
Государственный цирк республики был создан 5 сентября 1994 года по указу Михаила Николаева. Инициаторами и организаторами его стали художественный руководитель Саха-цирка, заслуженные артисты Российской Федерации Республики Саха-Якутия Марфа и Сергей Расторгуевы. С 26 по 27 июля впервые проводится Международный фестиваль детского циркового искусства «Мамонтенок-2004». Юный-приюный, древний-предревний, северный цирк зажигает огни. Юный-приюный, древний-предревний, северный цирк зажигает огни. Сейчас среди вот этих больших ростовых кукол есть мамонтенок. Мамонтенок здесь не просто так, это талисман игр, третьих международных игр «Дети Азии», талисман по имени Рома, мамонтенок Рома. Да, все спортсмены немножко суеверны и верят в то, что талисман может помочь им победить. Талисманом этих игр избрано стилизованное изображение мамонтенка, который держит над головой факел. 5 разноцветных языков пламени соответствуют цветам олимпийских колец. Девизом этих игр являются слова «От дружбы к спорте к миру на земле». Это очень многозначительная фраза. Девиз игр выражает общую концепцию игр, пропагандирующую развитие детского спорта, идеи дружбы между детьми Азиатско-Тихоокеанского региона. В цирке нет ни столиц, ни глухой провинции. На арену идут только мастера. То в зелень одеты деревья, то снегом укрыты они. Юный-приюный, древний-предревний, северный цирк зажигает огни. Юный-приюный, древний-предревний, северный цирк зажигает огни. Глядя, с какой легкостью совершают эти акробатические прыжки такие малыши, действительно трудно себе представить, что за всем этим стоит огромная работа. Тренировки по 12 часов в день, до 7-го пота. Для того, чтобы отшлифовать свое тело буквально как бриллиант, чтобы оно стало таким гибким, таким эластичным. И действительно, вот здесь среди цирковых актеров есть такие актеры, которые проходили подготовку в Пекине. Государственного цирка Республики Саха-Якутия, заслуженному артисту Республики Саха Федору Колосову 70 лет. Сейчас он продемонстрирует уникальный трюк. Давайте поддержим его дружными аплодисментами. Оттон бу эһиги саха циркатын артыга Федор Колосова көрөгөт. Хетті onun толларда bu kine республика bir самай күстә кыйты. Чакчыда кihine чагатар сөктөрө түрүгө көддөрөр.
и продолжая эту тему, я хочу сказать действительно о тех гимнастах, которые проходили подготовку в Пекине. Учились ребята 7 лет в Китае, учились мастерству гимнаста. И сегодня здесь они продемонстрируют свое искусство. Но вот в интервью, которое они давали средствам массовой информации, мальчики сказали, что их утро начиналось с пробежки. В 6 утра они поднимались и должны были 10 километров пробежать перед тем, как начать тренировки. Оттон бу көрөр олоргут Кытайга хетте сыл үйренен келлилер, хорохторо үйрене хаджалар. Олар бейнер кепсиллеринен харсы долу херде туран 11 стелек сири үйрен келелер бит, ол кенеттен угун жүккетте күстер жарык күнгө 2 жарыктан алдары бит. Ол инде бу манны катан кыйыз күстер сымса була аталар. Выпускники Пекинского циркового колледжа. Здесь и совсем юные, начинающие артисты из детских студий республики. Внимание! Высота колец 2 метра 15 сантиметров. Якутске короткое лето, но даже и в лютый мороз, взлетевший под купол планеты, мой город родился и рос. А выше только небо, а глубже снег по пояс, а шире словно небо оленей легкий век. Якутск — алмазный выбор, Якутск — мороза полюс, Якутск — Махтал, спасибо, что в сердце ты навек. Якутск — алмазный выбор, Якутск — мороза полюс, Якутск — Махтал, спасибо, что в сердце ты навек. А там и мороз, и не студия, где дружбой устроится дом. В Якутск — это мир.
Якутск, алмазный выбор, Якутск, Морозов полюс, Якутск, Натал, спасибо, что в сердце ты Внимание! Начинаем парад спортсменов, участников третьих международных спортивных игр «Дети Азии». Итак, начинается главное действие, ради которого мы здесь собрались. Это парад спортсменов. И традиционно парад возглавляет колонна судей по различным видам спорта, проводимых по программе третьих игр «Дети Азии». Юных спортсменов будут судить судьи международной категории, имеющих большой опыт работы на российских и международных спортивных площадках. Среди зарегистрированных 552 судей – судьи из Японии, Индии, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Турции, Монголии и 138 иногородних судей Российской Федерации. Среди судей игр «Дети Азии» 51 судья международной и 150 судей всероссийской категории. Третьи международные спортивные игры «Дети Азии» возглавляет главная судейская коллегия, в состав которой входят главный судья игр, судья международной категории экстра-класса, чемпион Олимпийских игр в Монреале Павел Кенигин, главный секретарь игр, судья международной категории Герман Яковлев, заместитель главного судьи, судья международной категории Николай Степанов, заместитель главного судьи, также судья международной категории Алексей Мастахов, судья всесоюзной категории Валерий Кочнев, судья всероссийской категории Прокопий Готовцев, судья всероссийской категории Альберт Трофимов, судья всероссийской категории Дмитрий Шарин. И 150 судей всероссийской категории. Сейчас на трибунах находятся почетные гости, о которых я уже сказала выше, но я их, наверное, перечислю. Игры 2004 года собрали спортсменов из 14 стран и 28 регионов России. Поддержать свои команды приехали высокие гости, среди которых его превосходительство чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в России, его превосходительство чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в России, а также чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в России, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России, его превосходительство президент Национальной энергетической ассоциации Лаоса, вице-президент Лаосского совета по науке и технике Национальной федерации каратэ-до Лаоса. Здесь на трибунах присутствует полномочный министр посольства Корейской Народно-Демократической Республики в России, заместитель председателя Государственного комитета по спорту Монгольской Народной Республики, советник посольства Республики Индии в России, директор Индийского культурного центра, инспектор Международного отдела Республики Индонезия, а также заместитель директора Департамента международного сотрудничества Государственного комитета по спорту Социалистической Республики Вьетнам. Я думаю, всем им доставит радость сегодняшняя церемония открытия третьих международных игр «Дети Азии». Судья всероссийской категории Альберт Иванович Трофимов. Судья всероссийской категории Дмитрий Иннокентьевич Шарин. Желаем судьям третьих международных спортивных игр «Дети Азии» успешной работы на спортивных площадках. Внимание! На стадионе команды юных спортсменов зарубежных стран. Приветствуем команду Китайской Народной Республики!
Welcome the team of the People's Republic of China. Мы уверены, что юные Китайская Народная Республика. Сюда приехала делегация из 108 человек. Принимают участие в 6 видах спорта. Это баскетбол, волейбол, футбол, шахматы, настольный теннис и легкая атлетика. В 1996 году, во время проведения первых международных игр «Дети Азии», китайский спортсмен Джань Виньянь в вольной борьбе в весе до 68 килограммов занял первое место. Приветствуем команду Корейской Республики. Корейская Народно-Демократическая Республика привезла 46 спортсменов. Принимает участие в 4 видах спорта. Это бокс, вольная борьба, дзюдо, баскетбол. Команда Корейской Народно-Демократической Республики приезжала к нам на вторые международные игры «Дети Азии» в 2000 году. Тогда спортсмены заняли первое место по волейболу среди девушек, завоевали 3 золотые медали в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории 46, 50 и 54 килограмма. Королевство Таиланд. Прибыло 20 почетных гостей. Принимают участие спортсмены в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, бокс, вольная борьба, дзюдо, легкая атлетика. Спортсмены Королевства Таиланд участвовали в первых играх в 1996 году. Тогда они завоевали золото по настольному теннису и в эстафетах по 100 и 400 метров. Приветствуем команду Кыргызской Республики! Кыргызская республика привезла 4 спортсменов, и они принимают участие только в одном виде спорта, но зато в одном из самых мужественных – это бокс. Кыргызскую республику мы помним по прошлым играм. Они принимали участие в 1996 году в первых международных играх «Дети Азии». Тогда ребята из Кыргызстана завоевали 2 золотые медали по боксу в весе 54 килограмма. В 2000 году завоевали 1 золотую медаль по боксу в весе 75 килограммов. И я думаю, что в этом году они составят тоже очень значительную конкуренцию нашим спортсменам. Наше приветствие команде Монгольской Республики. Монгольская Народная Республика представляет 158 участников. Принимают участие в 12 видах спорта. Это баскетбол, бокс, вольная борьба, дзюдо, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, легкая атлетика, спортивные танцы, шахматы, шашки, тэквондо, настольный теннис. Монгольская Народная Республика приезжала к нам в 1996 и в 2000 году. Тогда они заняли первые места в весовой категории до 69 килограммов по вольной борьбе в 2000 году. Успешно выступили в дзюдо, завоевав серебряные и бронзовые медали в 1996 году. Республика Армения привезла 14 спортсменов. Они принимают участие по таким видам спорта, как дзюдо, бокс, вольная борьба. Индонезия. Приехало 22 гостя. Они принимают участие в 4 видах спорта и участвуют в 3-х международных играх впервые. Пожелаем им удачи! Спортсмены из Индонезии впервые участвуют в международных спортивных играх «Дети Азии». Мы приветствуем вас, юные спортсмены Индонезии! На стадионе Туймада команда Республики Казахстан. Республика Казахстан принимает участие в 9 видах спорта. Приехало 100 человек. Напомню, что они участники всех предыдущих игр «Дети Азии». В 2000 году Жумагали Мамонтов занял первое место по вольной борьбе в весе 76 килограммов.
Исап Абдулаев также завоевал золото в весе свыше 85 килограммов. В дзюдо Асет Тусупов в весе 50 килограммов занял первое место, а Елена Панченко заняла первое место в художественной гимнастике среди юниоров. В 1996 году команда Казахстана также удачно выступила по боксу. Республика Таджикистан впервые принимает участие в третьих международных играх «Дети Азии», но участвует только по одному виду спорта – боксу. Наше приветствие команде Социалистической Республики Вьетнам. Команда Вьетнама приезжала к нам на вторые игры «Дети Азии» в 2000 году, заняв первые места по шахматам. На третьи игры «Дети Азии», кроме юных шахматистов, приехали и теннисисты Вьетнама. Социалистическая Республика Вьетнам привезла 10 спортсменов. Они принимают участие в двух видах спорта – это настольный теннис и шахматы. И сейчас на стадионе появляется внушительная делегация Турецкой Республики. Всего приехало 77 человек. Они впервые участвуют в международных играх «Дети Азии», и я думаю, наши спортсмены, наши тренеры не без основания опасаются спортсменов из Турции, потому что у них, как я уже сказала раньше, очень большая, мощная материальная база, хорошие тренеры, хорошая физическая подготовка, и они составят нам достойную конкуренцию. Выступают в таких видах спорта, как вольная борьба, баскетбол, футбол и легкая атлетика. На стадионе появляется команда Японии. Японские спортсмены приезжали к нам на вторые международные игры в 2000 году. Всего 5 человек, и здесь команда Японии принимает участие в спортивных танцах. Мы уже имели возможность наслаждаться их искусством во время трансляции 23 числа. В соревнованиях по спортивным танцам они достигнут больших успехов. We greet the team of Japan. На стадион Туймада вступают команды юных спортсменов, представляющие 28 регионов Российской Федерации. Ну а сейчас спортсмены Российской Федерации. На стадионе спортсмены Алтайского края. Приехало всего 6 спортсменов. Принимают участие в двух видах спорта – в боксе и тэквондо. Команда Алтайского края завоевала на предыдущих играх одну бронзовую медаль по дзюдо. Бурятского автономного округа традиционно принимает участие в международных спортивных играх «Дети Азии». Агинский бурятский автономный округ привез 23 спортсмена. Они принимают участие в таких видах спорта, как вольная борьба, бокс, легкая атлетика, настольный теннис, художественная гимнастика и шахматы. На вторых играх они завоевали одну бронзовую медаль по боксу. Амурская область привезла 82 спортсмена и принимают участие в 11 видах спорта. Делегация Амурской области во второй раз принимает участие в играх «Дети Азии». Тогда ими были завоеваны 2 серебряные и 4 бронзовые медали по легкой атлетике, перетягиванию палки и дзюдо. На стадионе Туймады команда Бурятской Республики. Our greeting to the team of the Buryat Republic. Республика Бурятия в третий раз принимает участие в играх «Дети Республика Азии». Бурятия. Спортсменов 68 человек. Принимают участие по 9 видах спорта. На первых играх бурятские спортсмены завоевали 26 медалей. Из них 8 золотых, 14 серебряных и 4 бронзовых. В общекомандном зачете они вышли на второе место.
На вторых играх команда приняла участие командой в составе 73 человека по 12 видам спорта и завоевала 12 медалей различного достоинства, в том числе 4 серебряных и 8 бронзовых. Приветствуем команду Еврейского автономного округа. Еврейская автономная область привезла 21 спортсмена. Принимают участие в таких видах спорта, как вольная борьба, бокс, легкая атлетика, волейбол и шахматы. В предыдущих играх завоевана одна бронзовая медаль по дзюдо. В этот раз юные спортсмены приехали помериться силами в соревнованиях по вольной борьбе, боксу, легкой атлетике, волейболу и шахматам. На стадионе команда Иркутской области. Иркутская область представляет 22 спортсмена. Они принимают участие в таких видах спорта: легкая атлетика, бокс, художественная гимнастика и вольная борьба. Иркутская область завоевала на вторых играх 10 медалей, 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали по дзюдо, 2 медали по боксу. Приветствуем команду Камчатки, впервые принимающие участие в международных спортивных играх. Камчатская область привезла 41 спортсмена, и несмотря на то, что действительно участвуют впервые, они сейчас будут принимать участие в 7 видах спорта. Корякского автономного округа. Корякский автономный округ. Команда состоит из 8 спортсменов. Будут принимать участие в дзюдо и перетягивании палки. Участвуют во второй раз. В 2000 году принимали участие составом в 11 человек. На предыдущих играх призеров не имеют. Но будем надеяться, что в этот раз им повезет больше. Среди делегаций мы видим спортсменов, которые прибыли к нам и едут на инвалидных колясках. Действительно, цивилизованность общества определяется по его отношению к инвалидам. В программе третьих международных игр «Дети Азии» существует такой вид спорта, как пауэрлифтинг для детей с ограниченными физическими возможностями. Самая главная задача для таких детей – это участие, а не победа. Основные противники – это, конечно же, необходимость преодолеть себя. Среди наших спортсменов можно назвать чемпиона России Витю Андреева и победителя Евразийского турнира Ольгу Осипову и Гульнару Алексееву, а также чемпиона Дальнего Востока Ваню Антонова. Пожелаем ребятам удачи! Наши приветствия команде Новосибирской области. Новосибирская область привезла 41 спортсмена. Принимают участие по 9 видам спорта. Я думаю, тоже составят очень серьезную конкуренцию нашей команде, потому что спорт очень большое развитие получил в Новосибирске. Мы знаем, что там очень сильные спортсмены. На вторых играх команды Новосибирской области завоевано 6 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали в соревнованиях по спортивным танцам и по спортивной гимнастике. На стадионе Туймада команда Сахалинской области. Да, география очень широко представлена. И сейчас Сахалинская область на стадионе. Приехало всего 24 спортсмена. Принимают участие в таких видах спорта, как бокс, легкая атлетика, дзюдо, тэквондо, спортивные танцы. На предыдущих играх «Дети Азии» завоевали 2 золотых, 2 серебряные медали по легкой атлетике. Сахалин командатыгар саргылап күрәктәйне барыбыз. Уруй! Наши приветствия команде Свердловской области. Свердловская область впервые участвует в играх «Дети Азии». Привезла всего 2 спортсмена, но они составят серьезную конкуренцию нашим ребятам в настольном теннисе. Республики Татарстан.
Welcome the team of the Republic of Tatarstan. Татарстан Республикадын эдер спортсменнергер Урул Айпал. На играх «Дети Азии» команда Республики Татарстан участвует впервые. Пожелаем им успехов на боксерском ринге. Сейчас на стадионе появляется команда Республики Тыва. Они привезли 22 спортсмена. Команда этой республики принимала участие как в первых, так и во вторых играх «Дети Азии». В первых играх команда завоевала 4 медали, 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Во вторых играх тувинской команде удалось завоевать 1 медаль по дзюдо. Принимают участие в таких видах спорта, как бокс, вольная борьба и дзюдо. Томская область привезла 12 спортсменов. На вторых играх «Дети Азии» томичами было завоевано серебро по спортивным танцам. Мы приветствуем команду Усть-Ордынского автономного округа. Усть-Ордынский автономный округ. Команда представлена 19 спортсменами. Принимают участие в таких видах спорта, как вольная борьба и шахматы. Команда Усть-Ордынского автономного округа приняла участие в соревнованиях по вольной борьбе и капсагаю. Участники завоевали по 1 серебряной и 1 бронзовой медали. Мы приветствуем команду Ханты-Мансийского округа. Welcome the team of Khanty-Mansiyski region. Наши приветствия команде Республики Хакасия. Our greetings to the team of the Republic of Khakassia. Хануру Хакасия Республикадын эдерерлергер Айпал. На стадионе Туймада команда Читинской области. Читинская область привезла 74 спортсмена. Они завоевали 1 комплект медалей по боксу, серебряную медаль по вольной борьбе и художественной гимнастике, а также золотую и серебряную медаль по шахматам. На стадионе команда Ямало-Ненецкого автономного округа. We greet the team of Ямало-Ненецкий region. Наши приветствия команде Республики Саха-Якутия. Our greetings to the team of the Republic of Sakha-Yakutia. Сахамандатыр Урул Айпал. Впереди колонны идут председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Республики Михаил Дмитриевич Гуляев, руководитель дирекции третьих международных спортивных игр «Дети Азии» Михаил Егорович Друзьянов, первый заместитель министра образования Республики Афанасий Семенович Владимиров, директор Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Республики Владимир Николаевич Фролов, заместитель директора детской юношеской Ну и сейчас мы видим самая многочисленная команда, наши любимцы, наши дети, дети Республики Саха. Я думаю, сейчас на трибуне нет ни одного человека, который бы не сочувствовал и не радовался за них. Ну, я думаю, что мы я уже говорила, что мы принимаем участие практически во всех видах спорта. Особенно сильны мы в вольной борьбе, в баскетболе, в спортивных танцах. Ну и, конечно же, нельзя забывать о таких национальных видах спорта, как перетягивание палки, якутские национальные прыжки. Здесь в якутских национальных прыжках перед тренерами стоит задача занять подавляющее большинство призовых мест. На то это якутские прыжки, требующие своеобразной техники.
Подготовка шла полным ходом в течение последних двух, даже больше, наверное, сразу после вторых международных игр «Дети Азии» началась подготовка. Тренировались по месту проживания у своих тренеров. Основные противники – это юные российские спортсмены, специализирующиеся по тройному прыжку. Что касается перетягивания палки, то задача здесь стоит одна – завоевать все призовые места. Надеемся, что все получится. Среди юных спортсменов наших можно назвать амгинца Степу Кузьмина и Мегина Кангаласских ребят, Руслана Пахомова и Айсена Спиридонова. Пожелаем им удачи. Ну а сейчас мы видим, на стадионе появляются ребята, которые будут изображать живую эмблему третьих международных игр «Дети Азии». Но на самом деле эмблема существует уже давно. Когда проводятся крупные спортивные мероприятия, утверждается эмблема и талисман. Ну, о талисмане я уже сказала, но об эмблеме скажу следующее. В 1999 году была утверждена эмблема игр «Дети Азии». Автором ее является художник-дизайнер Сергей Лукин. В виде основной композиции взята аббревиатура буквы «А», которая объединяет всех жителей огромного азиатского региона. Желтый цвет Азии. В центре эмблемы находится желтый круг, а расходящиеся от него по нарастающей дорожке символизируют победное шествие от малых спортивных площадок к победам на крупных аренах других континентов. Горизонтальное членение государственного флага Республики Саха ассоциируется с волнами воспетой в Аланхо реки Лены-Матушки с тремя руслами и подчеркивают адресность места проведения игр, а также символизируют три критерия спорта – быстрее, выше, сильнее. Цветовая гамма выдержана в тонах, подчеркивающих непререкаемость идей олимпизма. Международных спортивных игр «Дети Азии». В середине яркое летнее солнце, по краям синие, как волны нашей Лены реки, беговые дорожки стадиона, а пересекает их северное сияние. Это разноцветие флагов нашей Родины, России и Якутии. Сейчас на поле выходят ребята в желтых футболках. Они выстроятся в живом рисунке в виде солнца. Это эмблема солнца, как раз это и будет исполняться, когда будет исполняться гимн, вот здесь будет именно петь хор. На стадионе флаг третьих международных спортивных игр «Дети Азии». Флаг игр представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета. В центре флага помещено изображение эмблемы игр. Ну и я не договорила о хоре. Вот это желтое солнце, это и есть хор, который будет исполнять гимн. До сих пор у игр «Дети Азии» не было гимна. Поэтому был объявлен конкурс на лучшую мелодию и текст к нему. В результате жюри из 18 присланных сочинений отметило гимн «Дети Азии» на слова Станислава Луковцева и на музыку Галины Ивановой. 10 июня 2004 года он был утвержден Координационным комитетом по подготовке и проведению третьих международных спортивных игр «Дети Азии». Самый үрдүк спортсменнер күтөгө честь кетиристилер. Ол кудук Наташа Леонтьева чепчик атлетикага бастыка разрядта Республика Дальний Восток регионун каста түгүлләр чемпион кете. Үстүнче местер Россия член крестейдигер 2 призер. Тимур Пестеров тустуга мастерга кандидат Дальний Восток регионун уонна Россия китынче 2 сылла кыйылага. Ирина Платонова андойдук доватыга спорт мастера Россия чемпион кете. Михаил Тарасов боксыга мастерга кандидат Россия китынче 3 сыллах чемпионы. Надя Хармунова шахматка спорт мастера, Түрген шахматка Россия 2 андойду 3 призера.
Аркадий Дмитриев национальный станыларга спорт мастера, республика абсолютная кыйлага чепчик атлетикага республика касты түгіллер чемпионы. Алена Федулова дзюдога бастыка разрядта, кине республика Дальний Восток регионын касты түгіллер чемпионкаты, Россия 2 призера, Россия кубогын кыйлага, онна Сергей Брюнеткин, Россия веренячилерин бастыка спартакиадатын кыйлага. Ити стадионы тұтығар күн болан тұрар оғылар Азия оғылары гимнін ылғылар. Манна ұлсалтан кенчер ансамбл сүріндір. Гимн автордары Станислав Луковцев, онна Галина Иванова. Слово имеет президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Штыров. Дамы и господа, дорогие друзья, от имени многонационального народа Республики Саха-Якутия я приветствую гостей и участников детских спортивных игр в самом сердце Евразийского континента, столице Республики Саха-Якутия, городе Якутске. Проведение детских спортивных игр стало уже традицией для нашей республики. Это третьи игры. Эти игры проводятся по распоряжению правительства Российской Федерации, по решению правительства Республики Саха-Якутия и под эгидой Международного олимпийского комитета. Таким образом, они являются частицей общемирового олимпийского движения. В этих играх участвуют представители 14 стран и 28 субъектов Российской Федерации. Я хотел бы пожелать всем участникам игр красивых побед в честной спортивной борьбе. На предыдущих играх «Дети Азии» было много выдающихся спортсменов. И я с гордостью сегодня говорю, что победители детских спортивных игр Азии Георгий Балакшин и Леонид Спиридонов сегодня готовятся в составе сборной Российской Федерации и сборной Казахстана к Олимпийским играм в Афинах. И мы были бы счастливы, если бы и нынешние игры принесли бы нам новых олимпийцев. Дорогие участники игр, дорогие ребята, я хотел бы напомнить вам слова великого французского писателя Антуана де Сен-Экзюпери, который говорил, что самое ценное в мире – это человеческое общение. И мы хотели бы, чтобы вы пообщались, познакомились друг с другом на спортивных аренах и вне ее. И после игр стали добрыми друзьями. И чтобы наши игры служили делу мира и дружбы на всей планете. Дорогие друзья, дамы и господа, третьи международные детские спортивные игры «Дети Азии» объявляются открытыми.
приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина предоставляется его полномочному представителю в Дальневосточном федеральном округе Константину Борисовичу Пуликовскому. Приветствую участников и гостей третьих международных спортивных игр «Дети Азии». Отрадно, что ваши представительные соревнования становятся традиционными для юношей и девушек из разных стран азиатского региона. Это прекрасная возможность испытать свои силы, показать умения и навыки, проявить волю и характер. Уверен, что проводимые в столице Якутии состязания откроют новые имена и таланты. Запомнятся их участникам как яркий спортивный праздник. И, конечно, они послужат налаживанию дружеских контактов, укреплению доверия и взаимопонимания среди молодежи наших государств. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Слово предоставляется первому вице-президенту Международного олимпийского комитета Виталию Георгиевичу Смирнову. Приветствие президента Международного олимпийского комитета Жака Роге. От имени олимпийского движения приветствую и желаю всего самого наилучшего всем молодым участникам международных спортивных игр, которые проводятся в городе Якутске, столице Республики Саха, с 23 по 30 июля 2004 года. Эти игры проводятся под патронатом Международного олимпийского комитета и организованы совместно Олимпийским комитетом России, Государственным агентством по физкультуре и спорту и правительством Республики Саха. Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят третий раз, и сегодня они собрали более 2000 молодых спортсменов Азиатско-Тихоокеанского региона, которые будут соревноваться в 17 видах спорта. Олимпийское движение – это воспитывающее движение, поэтому мы всегда поддерживаем такие соревнования, как Международные игры «Дети Азии». Такие соревнования поощряют молодых людей соблюдать принципы солидарности и честной игры при занятиях спортом и физкультурой и способствуют общему духовному росту молодежи. Совсем скоро начнется празднование игр 28-й Олимпиады в Афинах. Ваши соревнования могут стать началом пути к олимпийскому спорту для тех молодых спортсменов, кто продолжит успешно выступать на более высоком уровне, а также послужит примером для будущих поколений. Желаю успеха всем организаторам и молодым участникам третьих международных спортивных игр «Дети Азии». Президент Международного олимпийского комитета Жак Рог. Уважаемые друзья, Международный олимпийский комитет в знак признания выдающихся заслуг в деле развития и укрепления Международного олимпийского комитета поручил мне передать этот приз президенту вашей республики Штырову Вячеславу Анатольевичу и выразить слова благодарности за ту огромную работу, которую делают организаторы этих прекрасных соревнований. Почетное право для торжественной клятвы от имени участников третьих международных спортивных игр «Дети Азии» предоставляется Анастасии Ивановой, перворазряднице по легкой атлетике, победительнице первенства Республики Саха-Якутия Дальневосточного федерального округа,
второму призеру Вооруженных сил Российской Федерации, рекордсменке Якутии в беге на 800 и 1000 метров, третьему призеру в первенстве России по кроссу и эстафете 6 на 1000 метров. От имени участников третьих международных спортивных игр «Дети Азии» торжественно клянемся высоко нести знамя родной республики, уважать соперников и судей, бороться за победу честно и самоотверженно, показывать преданность и любовь к родине, к спорту, к служению идеям олимпизма. Спасибо. Слово для торжественной клятвы предоставляется главному судье третьих международных спортивных игр «Дети Азии», чемпиону Олимпийских игр в Монреале Павлу Павловичу Пинигину. От имени судей третьих международных спортивных игр «Дети Азии» перед вами торжественно клянусь провести соревнования на высоком организационном уровне, строго придерживаясь правил соревнований, приложим все усилия и создадим все условия для того, чтобы участники игр в честной спортивной борьбе показали свои высокие достижения. Пусть победит сильнейший. Игры «Дети Азии» были организованы... Праздники мимолетные, а архитектура, она остается на века. Я напомню, что накануне открытия третьих международных игр «Дети Азии» в столице нашей республики было построено несколько зданий, отреставрировано несколько дорог. Был построен государственный цирк, Саха-цирк. Построено общежитие Якутского госуниверситета, в котором и разместились участники третьих международных игр. Реконструирован стадион «Юность», построена дополнительная трибуна и заменено покрытие. Кстати, на стадионе Туймана тоже было заменено покрытие футбольного поля. Столовая номер 5, студенческая столовая, где сейчас питаются участники, тоже была реконструирована. Также реконструирована улица Пояркова. Итак, на этом закончилась официальная часть, и сейчас перед нами разворачивается театрализованное представление, специально подготовленное к церемонии открытия третьих международных игр «Дети Азии». Это та часть, которую ожидает большинство зрителей, пришедших на стадион Туймада. Я думаю, что и телезрители сейчас прильнули к своим экранам. Подготовленная профессиональная команда сценаристов и режиссеров во главе с Андреем Савичем Борисовым, оно обещает стать интересным и по своему художественному оформлению может вполне конкурировать с финальным фейерверком. Стадион фонутугар уапсы жүгүйүгө республика 32 улууттан 6 усуран коллектив келен кыттар. Уапсайнан оюнюлар ахыллыларга сабыллыларга барыта хетте тыгынчеки кыттыны ылар. Былатын уюнскай ого куюрду турара айымнитынан бу жүгүйү сагаланар. Орто дойду кескиле кута сүре ого эбе хотун мичик гынан быяңыттан берсереттен үйөрак сайды олок кескиле түстенер. Ого ойбан алларан күн эргиринен эргитен ан дойду эргирин символа саха халаңдары көстөр. Олок каанды токтообот уостубат эргире. И каждую секунду ощущал своей дрожащей от холода кожей. Прежде чем жить, предстояло выжить. Театрализованное действо носит красивое название «Мистерия Семи гор». Сценарий основан на интересной юкагирской сказке. Все действие мистерии состоит из 4 блоков, которые представляют собой 4 времени года. Сейчас перед нами разворачивается осень. Осень, но все это лишь условное разделение. Сейчас осень рисует одинокий ландшафт пустынной арктической земли, где человека ждут суровые испытания с наступлением зимы. Главным героем всего театрализованного действия выступит мальчик.
Это образ отрока Вселенной, обладающего генетической памятью своих предков. Все повествование ведется от его лица. Сейчас он запускает ход времени, раскручивая воду в реке. Это вращение изображает движение старинного якутского календаря, символа вечности. Вся художественная часть, которая сейчас будет нам представлена, это ожидание возжигания огня. 7 ипостасей его, высшая из которых пламя, зажженное на вершине Верхоянских гор, проходит перед зрителем и воплощается в огне, зажженном на стадионе в честь 3-х международных игр «Дети Азии». По художественному замыслу авторов мистерия развивается как путь северного человека, проходящего 3 главные ступени – формирование этноса в суровых климатических условиях, мифопоэтическое осмысление жизни и сегодняшний день, то есть эпоха интеграционной культуры на основе этнической традиции. Якутия – самая северная часть Азии, где вечные льды и палящее солнце дают человеку живую воду, где происходит вечная борьба за жизнь, где человеку сама природа приказывает быть сильным, ловким, стремительным, где победа означает жизнь. И сейчас мы видим картины подлюдной рыбалки, сцена Мунха. Стадионографияде кадылманны көстүнү режиссер Андрей Савич Борисов туротта. Кениме бу сырыга кыя хототутан бүгүн жикти чүйүүнү күйтебет. Опсайнанда Андрей Борисов үлелере спектакльлere улахан идеяны илтесиджар болатчылар. Кене спектакльлерин кеннеттен олус күйске долгуян тақсаған. Буда сырыга режиссер толкуйдағына олус күйстәқ. Қас түйме қақсын әдер режиссердар Андрей Борисов кітті үлелестелер. Можно сказать, что вот в театрализованном действии церемонии открытия, а также закрытия будет принимать участие 5700 человек со всех улусов республики. В основном это, конечно же, дети. Это настоящее яркое зрелище, и мы станем сейчас свидетелями его. Автодар толкуйдарынан жүйі кейіне ден саха Аллаха. Алас ирбеттон мустақ дойдуну ичилир икке тақтақ олық олорор, аяр тутар кейіне. Онан театрализованный жүйі Алас тула арылан барықтақ. Жүйіні автордар хәтті қая алыптақ кутаден аттабыттар. Ол күддік Ирақ жаңы қайларғар омайбыт уот республиканы бүтінні кериен келен бүгін Азия оларын улахан уотын сағықта. Жүйіге қотуғы кеге олыққа жылуыра сырдыққа әрелі таптала олық олар ортуғар күнгі оқсуғута көстір. Я думаю, что наиболее интересным моментом вот сейчас, то, что появляются на стадионе олени, вот для наших иностранных гостей вот этот национальный колорит, я думаю, является самым интересным вот во всем этом театрализованном действии. И мы видим движение времени, закручивающееся по спирали календарь. Мы видим его также на фоновой трибуне и в изображении людей, одетых в костюмы.
Үй бутуйнагар котугу омуктар олохтору көстөр. Былыр жүкәгердер муңра суох қаллаңа кеме суох барчаламмык сулустар куддук олус элбәхтері үхі. Бу жіктік истелеңнәқ омуктар. Қантан қааннақтары кентен киннәқтері түң былыргы үйелі дураннаргар симелие остуғыт. Маманнары кытта бір кемге ортодойдук оларысы жыбыттары ден кепсийлер. Барағай маманнары симелие сөппіттер онтон одул бейін уға жүкәгердер білігін да улу туындарыны итчилийлер. Основой мистерии на этом этапе выступает древняя юкагирская легенда о северном сиянии. Когда мальчик вспоминает эту легенду, рассказанную ему бабушкой, воспринимает северное сияние как призыв о помощи. Он стремится откликнуться на зов богатыря, сражающегося с быком холода, и тем самым стать защитником своего народа. И сейчас на стадионе дети танцуют хеджи, то есть как бы национальный юкагирский танец. То есть юкагиры танцевали его, вытаптывая снег для устройства своего жилища. Ведь впереди северные народы ждет суровое испытание. И придет зима не в 1-2 градуса, а в 40-50 градусов. К этому нужно быть готовым. Сулустарын одулулара Кыржағасланға Қамсатын бұруота Қалланы қарпа сыйыллара Кенелер истеріралара Туындара күрдік ұлута Куяр күрдік мұңыра суоға Ырақ сулустар туғынан саныр саналара Қаллан күрдік жәңгере. Я видел множество юкагирских костров. Их было так много, как звезд на небе, и сидели юкагиры у своих огней, погружаясь в свои мысли, и курил старец Ланга свою трубку, глядя в небо, и думал, отчего так много звезд, и откуда они? Я слышал долгую песню, бесконечную, как крайняя тундра, протяжную, как сама вечность, и чистую, как высокое небо. По рассказам моей бабушки, я представлял себе наш серединный мир, огражденным огромными горами от лютого ледовитого океана, где жил свирепый бык холода и знал, что богатырь Джукабель неустанно сражается с ним. Он был на небе совсем один, на земле его ждала, расцветая каждой весной, нежная Нюргугун. Мой богатырь зажег сияние и остался на небе навсегда ради спасения людей от смертельного холода. А еще моя бабушка рассказывала, что юкагиры самый древний народ в мире, и только они сохранили тайну седых мамонтов.
төт түхмәктен хаттырылланың олуыт күхін, кыһын, саас уонна сайын. Жыл кемнеринен стадион конута арас картинаға кубулуяр. Парад кемигер абстрактна уруй көрбүккүт, күхүнгү алас, кыһынгы түхмәккә котугу мустах акыян уонна Арктика картата. Кыраймаган қаллантын биһиги сирбит уоппут көстүүтэ саас түхүмэгар буулуга. Сайыңы көстүүгө бу кону билен турар сайыңы бояңнаах алас буулуга уонна тиһегар сулуста қаллаңа кубулуйуга. Онон бу түхүмэктер көрөччүгө арас санааны олох сайдыытын өйдөбүлүн бириектире. Котугу угдойдук олорок ки олох уусту кендилдерин кытта күйөн көрсөн кыйылак тахсан ологу тургуптар. Олар буттан тыйна қаларга жулуғықта. Которые мы видим на поле, это миражи. Здесь современность перекликается с историей и даже с доисторическими персонажами. Здесь мы видим и оленей, видим древних мамонтов. И здесь современность переплетается с древностью. Вдруг откуда ни возьмись появляется знаменитый наш талисман мамонтенок Рома и весело отплясывает под песенку детей. И вот сейчас зрители просят выйти его на бис. Все, что до этого разворачивалось перед нами на стадионе, это подготовка к суровым испытаниям, как физическому, так и нравственному. По замыслу авторов, наступление жуткой стужи с приходом зимы символизирует это испытание, выпавшее на долю северного человека. Антонарға декеттен арғыртаған бала жыбартанлар жыбыдыян кәлбет. Ол кәннеттен, қоты декеттен, ғымуына қолыр ғурға өріділан тақсыбыд. Еді кәннеттен, үлін декеттен, еңселәғі мәңтімні таңнар жас кен түспет. Бұ кәннеттен, соғыру декеттен, сор бірі құрдық, досын көлір олуян тақсыбыд. Çarılmaz dağda toğmut, çarağmaz kayda toğmut, hiç çağaymaz delbirde toğmut. Araqta körbedek, bulgaqta istivedek, ulu tünlüde bol bud. Умерщвляя ледяным дыханием теплый воздух, хрипя и изрыгая вихри снега, нагрянула госпожа Зима.
Наступили трескучие морозы, сухое дерево, застыв, переломилось. Березняк расщепился, сырое дерево разлетелось на куски. Наступил такой холод, какого не видел имеющий глаза, о котором не слышал имеющий уши. На сцене появляется бык холода в сопровождении своей смертоносной свиты. Ледяным дыханием он заставляет людей отступать все дальше и дальше. Для того, чтобы спастись от холода, люди решают вступить в схватку с быком. У всех народов в их преданиях и сказаниях существуют вот такие вот мифические животные, мифическая борьба между добром и злом. Зло здесь как раз олицетворяет бык холода. В схватку с ним вступит богатырь Дюкебиль. Когда богатырю станет особенно трудно, он должен зажечь призывный огонь. Этот призывный огонь олицетворяет собой такое уникальное явление природы, как северное сияние. И сейчас по замыслу авторов люди привезли для богатыря вязанку хвороста, с которой он должен пойти на сражение с быком. Но сейчас вы видели, как по периметру стадиона двигались знаменитые лайки, голубоглазые лайки. Это особая порода, которая существует лишь в северных таких регионах. И я тоже думаю, что для иностранных гостей, вообще для гостей, которые не видели такого действия, вот эти ездовые собаки, упряжка, это тоже произвело большое впечатление на них. Так, по ходу сценария быка ограждают айсбергами, а богатырь поднимается на небо для того, чтобы сразиться с ним. Сейчас он будет зажигать огонь. Вот на экране появляется огонь, возгорается северное сияние. Здесь идет переплетение различных религий, ведь во всех религиях огонь – это особое божество. Достаточно вспомнить благодатный огонь, который зажигается и в православии. Каждый год накануне Пасхи в Иерусалиме возгорается огонь, который первые минуты не жжет. И можно даже умываться. Вот такое чудо существует на нашей планете. Такое же чудо и северное сияние. Кайса
Ута вот уонна чең музбу ортодойду икки алжатылар күстере. Ити күкүс бебетин кытта көн көрсүтүгер олох үйөдүер. Биддереме сүттегіне олох дойдуга оста. Күден туман тыыннақ чең мусағаньяқтақ одағаннақ тымнығыға сылынақсын сатылыр. Онтон тымнығығын оғын кылынын күн ота сымнатар, моғын күн жөһөгөй тоғытар. Если бык холода олицетворяет зло, то конь солнца Джихэгей – это добро, и именно он приходит на выручку богатырю. Сейчас появляются всадники на конях, на их груди золотые диски, они символизируют солнце. Предание, по которой была создана вот эта мистерия, гласит, что никто из людей так и не смог прийти на помощь богатырю, который зажег призывный огонь. Они замерзали во льдах. С тех пор богатырь Джокибель каждый год в одиночку сражается с быком и зажигает северное сияние. Каждую весну он побеждает, но не может вернуться на землю, потому что вынужден охранять людей от холода. Каждую весну его жена Нюргугун, превратившись в цветок, расцветает в ожидании мужа, но сознавая, что и в этот раз он не вернется, снова увядает. В природе этот цветок зовется подснежник, и цветет он только на севере, когда тает снег. Эту проникновенную историю о любви и благородном самопожертвовании ради спасения людей авторы мистерии взяли за основу, но сделали более оптимистичный конец. По сценарию на зов богатыря откликнулся мальчик, герой нашей истории, который призвал на помощь коня солнца Джихэгей. Солнечное войско под предводительством мальчика вступает в схватку с быком холода. Но в ходе битвы нет победителей и нет побежденных. Ледовую армию оттесняют, и на земле устанавливается хрупкое равновесие между двумя смертоносными стихиями – льдом и пламенем. На стыке этих стихий рождается животворящая вода. Действительно, когда льды тают от солнца, то они насыщают всю планету пресной водой, без которой нет жизни. Таким образом, можно сделать вывод о том, что и без ледовой Арктики вода. Действительно, когда льды тают от солнца, то они насыщают всю планету пресной водой, без которой нет жизни. Таким образом, можно сделать вывод о том, что и без ледовой Арктики человечество не смогло бы выжить. Север также закаляет характер человека, влияет на его нравственное развитие. Золотые лучи растапливают льды. Наступает весна. Итак, бык холода отступает, а весна, по замыслу авторов мистерии, символизирует равновесие огня и льда. Гонимы вешними лучами с окрестных гор уже снега, сбежали
еще прозрачнее леса, как будто пухом зеленее.